Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на очередном туре Башкирской хоккейной лиги сезона 2023-2024. Ну и пока идет раскатка в матче тура, в матче круга, в матче всего чемпионата, если хотите, позвольте огласить вам составы играющих команд. Начнем с так называемых гостей. Это команда УФСИН. В воротах играет Илья Рассказов, у него 35-й номер на спине. Защитники: Игорь Репш, 7-й номер, Андрей Князев, 19-й. Муфтахуддинов Антон, капитан команды, 43-й номер у него. Александр Малиевский, 55-й, и Антон Аслаев, 93-й номер у него. Это защитники команды УФСИН. Нападающие: Андрей Кочетков, 10-й, 13-й номер, Евгений Столовин. Новохадский Артем, 22-й, Андрей Горбунов, 24-й. Раиль Емилов, у него 27-й номер на спине. Олег Пупшев, 36-й. Григорий Курбанов, 41-й. И Азат Тагиров, 91-й номер. Главный тренер этой команды Павел Игоревич Володин. Состав команды «Транснефть Урал». Бригада вратарей представлена двумя мужчинами. 60-й номер у Евгения Брындина и Ильдар Султанов с 22-м номером на спине играет. Бригада защитников: Ильшат Галиулин, 89-й, Ирназаров Ильгиз, 47-й, Шатунов Альберт, 7-й, Пономарев Антон, 5-й, Елизорьев Александр, 29-й, Иван Терехин, 25-й, Алексей Благинин, 12-й. Нападающие команды Урал Транснефть: 48-й номер Эдуард Герасимов, Сергей Лебедев, 17-й, 16-й, Александр Амирюстай, Вячеслав Шлыков, 9-й номер Михаил Тряскин, 10-й, Фахриддинов Айрат, 11-й, Захаров Семен, 57-й, 87-й номер Тимур Нукаев, Дюрягин Данил, 55-й, Кожев Михаил, 20-й, Роман Прохоров, 19-й, Станислав Коркин, 71-й, Тимур Тагиров, 21-й. Главный тренер этой команды Сергей Емелин, Сергей Сергеевич Емелин. Ну и давайте к турнирной таблице обратимся. 6 команд принимают участие в Башкирской хоккейной лиге. Транснефть, Урал и УФСИН лидеры чемпионата. У той и у другой команды по 5 игр и 5 побед. И у Транснефть, Урал, и у УФСИНа. Но по разнице забитых и пропущенных Транснефть впереди. 46 шайб они забили и 6 пропустили. Тем временем УФСИН забил всего лишь 35 шайб. Ну как всего лишь? Ну меньше, чем Транснефть, и больше пропустили. Вот сейчас очная борьба между ними по 15 очков и у тех, и у других. Ну и далее идут БГК, Уралец, БЭСК и Баш-РТС. Баш-РТС замыкает турнирную таблицу. Находится эта команда на 6-й строчке. У них отрицательный баланс в плане забитых и пропущенных. 9 мячей, 9 шайб они забросили, 29 пропустили. Ну и у всех тех, кто ниже этих двух команд, тех, кто встретится сейчас на льду, баланс отрицательный. Даже у хоккейного клуба БГК, что на 3-й строчке идет, да, у них 6 очков, как и у Уральца. Но у БГК 16 забито, 26 пропущено, 23 шайбы забросила команда Уралец, 37 пропустила. Ну а БЭСК 11 шайб забросила и пропустила 38. Арбитров тоже давайте представим. Главный судья сегодня в этом поединке — это Лев Васильев, и линейным арбитром будет выступать Александр Корнилов. Меня зовут Руслан Ронич.
считанные секунды остались у нас до начала этого поединка. Ну, а для тех, кто только-только включился в трансляцию и впервые наблюдает за башкирской хоккейной лигой, скажу, что в зеленой форме играет команда Транснефть Урал, УФСИН в бело-синий, ну или синий-белый, как вам удобно. Ну, действительно, игра за первое место. Я думаю, что победитель сегодняшнего поединка во многом укрепит свое притязание к золотым медалям всего этого чемпионата. Но игры в башкирской хоккейной лиге еще будут. Поживем, увидим. Еще раз повторю, очень важная встреча как для одних, так и для других. Единственное, возможно, что тревожит, а может быть и нет, команду УФСИН, в том, что нет сменщика у голкипера, да, у Ильи Рассказова. Если у Транснефти 2 голкипера заявлено, минимум на эту игру, это Евгений Брынзин и Ильдар Султанов, то у УФСИНа лишь Илья Рассказов. Ну и в целом, если смотреть, то скамейка запасных в плане людей, в плане количества побогаче. Ну а мы слушаем гимны. Ну что, дорогие друзья, отзвучали гимны в это непростое для России, да и не только для России, время. Они, гимны, по-особому вдохновляют каждого гражданина нашей страны. Ну, я думаю, что во время того, как звучали гимны, спортсмены вдохновлялись, заряжались и
Будем надеяться, что покажут очень хорошую игру. И те, и другие. Мы беспристрастны, надеемся лишь на то, что увидим блистательный матч, искрометный, ну и чтобы не было травм. Вбрасывание в центральной зоне. Выигрывают это вбрасывание хоккеисты команды «Транснефть» не спеша. И первый бросок по воротам там устремляется вперед Лебедев Сергей по правому борту. И вроде бы закрывал зону Шатунов, да, Альберт. Но Уфсин тоже, в свою очередь, атакует. Я представил двух голкиперов команды «Транснефть Урал», Евгений Брынзин и Ильдар Султанов. Но сейчас ворота защищает Евгений Брынзин. Даже на скамейке запасных сейчас мы не видим Ильдара Султанова. Но в заявке он есть. Посмотрим, как будет. О голкипере Уфсин я уже рассказывал, это Илья рассказывал. Перед началом этого матча, оглашая состав, в преддверии вот этого поединка говорили мы о раскладах в турнирной таблице. Очень многое на кону, и понятное дело, что по дополнительным показателям команда «Транснефть Урал» опережает Уфсин, но давайте честно скажем, это единственные команды хоккейные, у которых положительный баланс в разнице забитых и пропущенных шайб. И да, команда «Транснефть» больше забросила, меньше пропустила. Уфсин тоже, но в обороне и те, и другие играют очень аккуратно, сконцентрированы, если хотите. И поэтому на протяжении всего матча нас ожидает упорная борьба нападающих и защитников. Ну а сейчас Вячеслав Шлыков наносил бросок по воротам, или рассказывал, справились хоккеисты команды Уфсин, и вбрасывание в их зоне будет сейчас. Вбрасывание. Еще раз о регламенте данных соревнований вам скажу. Понятное дело, что в предыдущих трансляциях этот самый регламент оглашался и не раз. По 17 минут грязного времени в каждом периоде отведено командам. И этих периодов 3. Еще один момент, и вновь в игру вступает Илья Рассказов. Там накатываются аж трое сейчас хоккеистов команды «Транснефть Урал». И вот она атака, заброс на пятачок. Там как мог боролся нападающий, но защитники справились и едва не закрепили сейчас хоккеисты команды Уфсин в зоне «Транснефть Урал». Ну, все нормально. Сейчас позиционную атаку, в свою очередь, готовит Уфсин. Это Аслаев Антон. Ее подготавливал, делал передачу на Курбанова Григория, и случилась потеря. Надолго? Нет, не надолго. Курбанов. И вот момент. Сейчас Горбунов Андрей. Под синюю линию бросающему адресовывал передачу, и уже выкатывается Лебедев Сергей. Там защитники справились с вот этим наплывом, да, Сергея Лебедева. Брынзин Евгений. Он останавливает шайбу наблизи своих ворот для того, чтобы защитник разогнался, набрал скорость и повел своих в позиционную атаку, расставляться. Ух ты, лицом там шайбу Лизарев Александр останавливал. Это опасно, да, для здоровья, но тем не менее справился Лизарев и даже бровью не повел. За воротами начинают вкатываться в центральную зону игроки
Транснефть Урал, но подловили их. Уфсиновцы, так их будем называть. Борьба за инициативу, да? Сейчас проходит очень много единоборств в центральной зоне. Оно и понятно. Две лидирующие команды встречаются, две команды, которые ни разу еще в этом сезоне, в этом чемпионате не проигрывали в текущем 2023 году. Ну а чемпионат очень скоро перекочует в следующий календарный год, 2024, и там уже будет лидер однозначный, тот, который больше очков будет иметь. Напомню, что у этих двух коллективов одинаковое количество набранных очков в копилке. Шлыков Вячеслав по правому бортику прорывался, но развернуться не дали уфсиновцы, а тут так ускоряется игрок Уфсина. Там Шатунов Альберт его останавливал, притормаживал, и смогли хоккеисты команды Урал-Транснефть шайбу отвоевать. И вот он бросок опасный из-под защитника. Сейчас Дюрягин Данил бросок наносил. Он вроде бы контролировал, да, ситуацию Илья Рассказов, но тем не менее вбрасывание будет в зоне Уфсин. Так сразу и не скажешь, да, по первым минутам, на чьей же стороне преимущество, кто больше шайбой владеет. Стараются в зоне соперников закрепиться хоккеисты команды Транснефть Урал, но Уфсин раз за разом справляется с этими атаками, и атаки, как волны об скалы, разбиваются. Вроде бы на контратаках готовы ловить команду Уфсина. Я думаю, что и они не прочь позиционно атаковать и тревожить владение Евгения Брынзина. Вот сейчас атака сходу была. И шайбой продолжает владеть Уфсин. Едва не подловили, да? С шайбой Шатунов Альберт. Направо. Нуркаев Тимур. И нужно возвращаться в центральную зону. Вновь Нуркаев. Миристай Александр. Вот под ним подкатывался. Из глубины предлагал себя. Миристай. Но спинным мозгом его не видел партнер. И шайба уже у Уфсина. Это Репш Игорь. Бросал поворотом с центральной зоны, но Евгений Брынзин был готов сейчас к этой атаке. И борьба сейчас за воротами Брынзина. Удаление. В меньшинстве остается команда Урал Транснефть. Вынудили хоккеисты Уфсина играть не по правилам защитника команды Урал. Ильшат Галиуллин присел на скамейку для оштрафованных. В большинстве Уфсин это шанс для того, чтобы выйти вперед, а сейчас едва на контратаке не поймали футболисты Транснефти. Там Прохоров Роман убегал, но не смог крюком шайбу зацепить. И уже Репш Игорь за воротами прокатывается, и неплохо он скидывал туда, в центральную зону, ну почти на пятачок, да, шайбу. Не закрепился, не зацепился за нее Евгений Столыгин. Грамотно все делает Транснефть. Время так убивает. Лизарев Александр. Отбрасываются хоккеисты
командой «Транснефть». Вновь пытаются закрепиться в зоне, войти для начала в центральную, ну а потом в зону Урал-Транснефть, хоккеисты УФСИН. Но там вдвоем встречали игроки в зеленой форме и откатываются в свою зону. Откатывается Урал-Транснефть и вот так вот, баражируя, сейчас вновь время-то подтягивает Шлыков Вячеслав. Вот сейчас было опасно, да? Но все в полном составе команда «Транснефть» не смогли хоккеисты УФСИН реализовать большинство. Ну, вы знаете, за время этого самого большинства так-то особо не угрожали хоккеисты УФСИН воротами Евгения Брындина. Он, по-моему, ни разу толком-то и не вступал, и вбрасываний не было в зоне команды «Урал-Транснефть». Хорошо убивали время своего меньшинства и в итоге сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности во время большинства команд УФСИН. Хоккеисты в зеленой форме. 0-0. Много на кону. Понятное дело, что риски большие, и сломя голову не пойдет ни та, ни другая команда в атаку. И тут очень многое будет зависеть от того, кто первый, какая команда первая забросит шайбу, и потом уже будем ждать того, что игра будет раскрываться. Ну а тут между двоих неплохо прорывался Роман Прохоров. Вновь Роман Прохоров откатился и без нарушений правил смогли его остановить и забрать шайбу хоккеисты УФСИНа. Контратака возможно будет, но нет, там тянулся Курбанов Григорий к этой шайбе, но ближе был крюк клюшки «Транснефть». А тут за воротами прокатывается хоккеист, бросить забыл. Ну а когда бросил, уже готовы были на оборонцев Урал-Транснефть. 3-2 атака, и на плечах висел сейчас Андрей Князев, защитник у нападающего Урал-Транснефти. Ну и так цеплял, да, Сергей Лебедев сейчас соперника, но в рамках правил, и вновь атака. Это атаковал Шлыков Вячеслав. Шайба в ловушке оказывается у Ильи Рассказова, и вбрасывание, очередное вбрасывание в зоне команды УФСИН. Неплохо. Там шайба с крюка Евгения Столовина слетела, и она оказывается уже во владении. Нужно выходить в центральную зону, дабы не случился офсайд. Назаров Ильгиз, как дирижер, там руководит своими партнерами, показывает взглядом, кому куда катиться, кому какую зону занимать, для того, чтобы нормально там расставиться и продолжать организовывать позиционную атаку Транснефти. А тут бросок издали, и в игру вступает Евгений Брындин. Вроде бы фиксировал эту шайбу, но не стал ее в итоге сохранять у себя, дабы не случилось сбрасывание в зоне Транснефти. Сразу же ввел шайбу в игру, и она, в смысле шайба, сейчас в зоне команды УФСИН. На синей линии не смог закрыть Шатунов Альберт.
0-0 по-прежнему. Ну а сейчас как-то самоотверженно, да, играл. Если не ошибаюсь, это был Князев. И он не пускал шайбу в зону. УФСИН. Вторая волна атаки пошла. Вот в этой. Замахивался, бросал Шатунов Альберт. Но не попал по шайбе. И... Ну ничего страшного. Продолжает шайба оставаться в владении команды Транснефть. Ну, если так взять процентное соотношение, то больше этой самой шайбой владеет команда Урал-Транснефть, но контратакует и очень остро и опасно раз за разом команда УФСИН. Репш Игорь. Он за воротами. Вот он с шайбой. Предлагает себя через передачу партнер. И не смогли зацепиться в центральной зоне. Вновь Репш. Бросал. Но Репш бросал не сильно. Вполне возможно, надеялся на то, что зафиксирует в своей ловушке Евгений Брындин эту самую шайбу. И таким образом вбрасывание будет в зоне Урал-Транснефть. Ну а мы видели, как набрасывание играют игроки, хоккеисты УФСИН, и есть шанс, конечно же, это набрасывание выиграть и мощнейший щелчок произвести поворотом Евгения Брындина. Вот сейчас давайте понаблюдаем вот как раз то, о чем я говорил, как бы в преддверии вот этого вбрасывания, да. Все вот так вот набрасывают на ворота Евгения Брындина хоккеисты УФСИН. Вот сейчас они набрасывание проиграли. Но не смогла при этом, выиграв вбрасывание, команда Урал-Транснефть шайбой овладеть. Выбросила эту самую шайбу в зону Ильи Рассказова, в зону... И все на этом. Первый период завершен. Небольшой перерыв, а далее продолжим. Друзья, продолжаем наблюдать за увлекательным хоккеем, за занимательной и очень даже игрой
чемпионате Башкирской хоккейной лиги между лидерами. Борьба идет, очная встреча между командами Урал-Транснефть и УФСИН. Счет после первого тайма ничейный, нули на табло. Ну так, кратко резюмируя первый период, ну, что хочется отметить. Старались больше позиционно атаковать хоккеисты Урал-Транснефть, больше с шайбой они находились, но очень и очень остро контратаковала периодами, ну, отрезками УФСИН. И не сказать, что в большинстве случаев нагружали Илью Рассказова работой. У Евгения Брындина тоже хватало времени для того, чтобы понервничать, попотеть, если хотите. Один раз играли в большинстве хоккеисты УФСИН. В одной из атак они смогли заработать для себя удаление соперников, но грамотно в плане стратегии действовала команда Урал-Транснефть. В меньшинстве отбрасывалась, возила шайбу, перевозила ее из зоны в зону, то есть в центральную перекатывали и возвращались вновь с шайбой в свою зону, группируясь при этом. И таким образом это самое меньшинство, собственная команда Урал-Транснефть, ликвидировала и ничего не дала такого эдакого, опасного создать УФСИНу, когда те находились в численном большинстве. Ну, из этого следует, что в равных составах поострее атаковала команда УФСИН. Ну, правда, большинство-то было всего лишь один раз, да, у них. Поэтому сделать такой уж прям качественный анализ об игре в большинстве тех и в меньшинстве этих, думаю, не совсем будет правильно. Я уже говорил, в первом тайме во время раскатки, кстати, еще одно удаление, и вновь УФСИН второй раз в этой встрече будет играть в большинстве. Там переусердствовал Елизарев Александр. Тем самым правила нарушил, оставив в меньшинстве свою команду. Ну и сейчас диктор по стадиону нам скажет громко-громко о том, что Александр Елизарев присел на скамейку для оштрафованных. Посмотрим. В первом тайме очень грамотно оборонялись в меньшинстве хоккеисты команды Транснефть, Урал-Транснефть. Вот таких вот атак не было у команды УФСИН в первом периоде. Так ни разу они в зоне-то и не закрепились, да, позиционно. А тут на контратаке атакуют в меньшинстве. Сергей Лебедев был. В одиночку пошел на всю оборону команды УФСИН. И едва это у него не получилось. Ну а тем временем смогли все же реализовать большинство хоккеисты команды УФСИН. Если я не ошибаюсь, это Емилов Раиль счет в матче открывает 1-0. Наказали. Еще раз говорю, наказали. Вот за то время, что Александр Елизарев находился в боксе для оштрафованных, ну, не знаю, на счет Раиля Емилова запишут эту заброшенную шайбу. Не знаю, сейчас диктор нам объявит. Но то, что он поучаствовал в атаке и там растаскивал оборону и чистил пятачок для броска, это точно. 1-0, УФСИН впереди.
Ну да. Ну да. Азат Тагиров сделал голевую передачу на Раиля Емилова. Но тот сам для себя пространство расчистил, да, вот игрой корпусом, широкими своими плечами, и бросил. И Евгений Брындин вынужден был после вот этого броска Раиля Емилова доставать шайбу из собственных ворот. 1-0, впереди команда УФСИН. Столовин Евгений так ускорялся, да, и тяжело ход набирал, но все же поставил грамотный корпус и шайбу сумел сохранить. Для команды УФСИН вот так по периметру с одного бортика на другой перекатывается шайба, и контроль УФСИН сохраняет. Ну вот сейчас первая заброшенная шайба есть, я уже говорил об этом в первом периоде. После того, как кто-либо откроет счет, ну или кто-либо пропустит, неважно. В общем, как только шайба побывает в тех или иных воротах, игра будет совершенно иной. Понятное дело, что те, кто пропустит, пойдут вперед, и будут зоны те или иные оголяться, и на контратаках можно ловить, и... В общем, смотрите сами. Пока не форсирует события команда Уралтранснефть. Ну, понятное дело, что время еще есть, но я думаю, что попытаются они и все возможное сделать для того, чтобы во втором периоде счет в матче сравнять. Понятное дело, что будет наваливаться. И там на льду оказался, если я не ошибаюсь, Евзарев, вот этот Александр. И уже в меньшинстве будет играть команда УФСИН. Удалился Андрей Горбунов. Вот посмотрим. В первой попытке команда УФСИН не смогла численное большинство реализовать, забросить в большинстве. Но это было в первом периоде. Во втором периоде, играя в большинстве, воспользовавшись удалением Александра и Лизарева, смогли они все же забить, забросить шайбу. Это сделал Раиль Емилов. Ну и сейчас понаблюдаем за тем, как Уралтранснефть попробует реализовать свое большинство. И интересно мне, и вам тоже, наверное, будет наблюдать за тем, как УФСИН обороняется компактно. И в первой же своей атаке, играя в большинстве, забрасывают Уралтранснефть свою шайбу, счет равный. Реализовали они большинство. Андрей Горбунов покидает бокс для штрафованных и с центра поля. С центра, да, поля будет разыгрываться шайба. Счет ничейный, 1-1. Ну вот так вот. Обе шайбы заброшенные в этом матче в неравных составах. И та, и другая команда по разу воспользовалась численным преимуществом. Герасимов становится автором заброшенной шайбы. Счет ничейный. И 7 минут еще играть во втором периоде. Тем интереснее. Ну, помните, я говорил, да, вам о том, что как только одна из команд забросит шайбу, игра будет раскрываться. Ну и пошли вперед, наваливаться на ворота УФСИН хоккеисты Уралтранснефть и вынудили играть одного из хоккеистов Транснефть. УФСИН не по правилам, заработали большинство. И с этим давлением не сразу справились хоккеисты УФСИН. Но, а далее
это большинство было реализовано. Эдуард Герасимов отправил шайбу в ворота, которую защищает Илья Рассказов. И продолжают они на куражном фоне, да, на фоне куража атаковать. И вот сейчас эту атаку на прямых ногах встречали кисты команды УФСИН. За воротами шайба и прострел туда на пятачок. Подхватывает эту самую шайбу Эрназаров, Ильгиз. И вынуждены отбрасываться вновь Эрназаров. Тяжеловато, да, было сейчас Прохорову Роману сохранить. И потеря. Ну, шайбу Тагиров бросал Азат поворотом, но в створ не попал. И Брындин Евгений спокойно реагировал на бросок Азата Тагирова. Вновь момент. Какая умница, да? Сергей Лебедев не стал бросать, показал замах и сделал передачу сейчас на партнера. Ну а там небольшая стычка. Я думаю, что арбитры хоккеистов успокоят, ну и те быстренько померятся. Ну а тем временем удаляется Сергей Лебедев. И, ну, там обоюдное удаление. Лебедев и Князев. Андрей Князев и Сергей Лебедев. Вот за эту стычку между собой удалились, обоюдное удаление. В усеченных составах 4-4. В ближайшее время поиграют команды. В этом тоже есть толк. В усеченных составах играют 4-4. Больше пространства для хоккеистов на льду. Как правило, пользуются этим более техничные, да, хоккеисты, те, у кого хорошая скорость. Ну, не знаю, в равных условиях. На синей линии сейчас Эрназаров. Ну и не стал Илья Рассказов вступать в игру. Защитники бросок заблокировали, а вот Евгений Брындин фиксирует сейчас шайбу в своей ловушке, и бросание будет в зоне команды Уралтранснефть. Выиграли бросанием хоккеисты УФСИНа и пытаются сейчас закрепиться в зоне. Там Тагиров Азат за ворота закатывается, ищет партнеров на пятачке, но брось не дают. Там сразу двое встречали, но с шайбой остается УФСИН на синей линии. Шайбу подхватывает Аслаев Антон и бросает туда в зону. Еще момент. В полных составах команды. Не та, ни другая. А в усеченных составах не смогла забросить шайбу. И атакует уже команда Уралтранснефть. Ну, там в меньшинстве они были. Имеется в виду в атаке. И с глубины почему-то никто себя не предлагал. И вот из-под защитника сейчас Горбунов Андрей носил бросок. Евгений Брындин справился. Вновь вбрасывание будет в зоне команды УФСИН.
Новохадский Артем. Казалось бы, да, шайбу, борьбу выиграл, да, за шайбу. Но Ильгиз Эрназаров очень грамотно ставил клюшку и вот за счет техники своих рук смог этой шайбой завладеть. В атаке Урал-Транснефть, и хитрый такой бросок наносил Роман Прохоров. Из-под защитника обзор был заблокирован у Ильи Рассказова, собственным же игроком причем. Вновь в атаке Транснефть, это Сергей Лебедев. И помогает как может. Контратака. В ней Новохадский Артем ждет. А тем временем последняя минута второго периода идет. 2/3 матча практически позади, а счет-то ничейный, 1-1. И все, я так понимаю, будет решаться у нас в заключительном отрезке. Сейчас будет вбрасывание, а после этого раздастся сирена, которая отправит оба коллектива на перерыв. Ну вот она. Звучит сирена, перерыв, и все будет решаться в периоде под номером 3. Друзья, продолжаем мы наблюдать за очень интересным поединком всего тура, всего круга. Лидеры встречаются между собой. Транснефть, Урал и УСИН играют. И еще после 2 периодов у нас ничейный 1-1. И в самом начале 3-го периода зарабатывают большинство. УСИНовцы, удаляется игрок команды Транснефть Урал. Счет после первого периода тоже был ничейным, но были нули на табло и заработали хоккеисты УСИН удалений. И это во втором периоде, я имею в виду, и это удаление грамотно реализовали. После чего Транснефть Урал стал оказывать давление на ворота Ильи Рассказова и сами при этом заработали удаление для себя. И в свою очередь они
реализовали большинство. Таким образом, счет стал ничейным, ровным. 1-1. Ну и вот сейчас, в самом начале третьего периода, Ильшат Глюлин удалился за подножку. В большинстве играет Уфсин. В первом периоде также играли большинство. Ну, был у них такой отрезок. В первом периоде свое большинство кисти Уфсин не реализовали. Во втором реализовали. И вот третья попытка. Ну, не знаю, удастся, не удастся, но я уже говорил о том, что в первом периоде очень грамотно команда Транснефть Урал играла в меньшинстве, используя любую возможность для того, чтобы украсть время большинства у хоккеистов в бело-синей форме. Ну, а во втором не смогли. Как одни, так и другие. Новохватский сейчас прорывался и там на синей линии в зоне команды Транснефть идет борьба. Шайба приходит в центральную зону. Вроде бы себе так предлагал Малиевский Александр, но передача пошла туда, вперед. И в полном составе сейчас команда Транснефть Урал в равных составах. И тут же пошел в атаку Ерназаров Ильгиз. Ну, во втором периоде прекрасную игру показал, да, Ильгиз Ерназаров. Атаковал с разных позиций, с ближней дистанции. Его снабжали, правда, шайбами не так часто партнеры, но он раз за разом выцарапывал сам для себя эту самую шайбу. Я говорю, уже атаковал с разных позиций. И вот в третьем периоде он только-только начала играть в равных составах. После удаления команда Транснефть сразу же вперед отправили Ильгиз Ерназаром. Ну или он сам себя туда вперед отправил. И очень и очень опасно атаковал ворота, которые по-прежнему защищает Илья Рассказов. В самом начале я говорил вам о том, что два голкипера у команды Транснефть Урал, судя по протокольным данным, это Евгений Брынзин и Ильдар Султанов. Но, в отличие от Уфсин, у Уфсин-то Илья Рассказов. Но потом подметили, что Ильдара Султанова мы не видим в составе. И на раскатке его не было. В общем, так и не появился этот голкипер. Евгений Брынзин защищает ворот. Команда Урал Транснефть. Там также было обоюдное удаление во втором периоде. Если вы помните, в формате 4-4 играли команды. Но в этом формате ни одна из команд к успеху не пришла в плане заброшенных шайб. Уфсин в центральной зоне шайба. Габаритный Игорь Репш вошел в зону, и команда Транснефть Урал, и закрепились они. Ах, не поймал, да, накрыл Евгений Столовин. Но возвращает сама себе команда Уфсин шайбу и раскатывается по всей ширине. Вброс в зону команды Транснефть Урал. Ну и вот сейчас будет прессинг. Ну и хотя нет, вы знаете, пользуются они этим и смену проводят. Новохватский Артем. Перевод на правый фланг, на правый бортик. Вновь Новохватский. Шайбу сохранил, и передача за ворота пошла, и не смогли в зоне закрепиться. Контратака команды Транснефть. Гол! 2-1. Впервые в этом матче команда Транснефть Урал выходит вперед. Поймали они на смене, поймали на контратаке.
вернее, контратакой своей УФСИН. И парни в зеленых свитерах выходят вперед. 2-1. Ничего. Были в роли отыгрывающиеся. И тут же сравнивает УФСИН. Недолго музыка играла, но она и не играла, если честно, да. Может быть, в чьих-то головах, в чьих-то умах. Вновь равенство на табло. 2-2. Веселят публику хоккеисты в третьем периоде. Да, они в первом веселили игрой, но в первом периоде игра была академичная, да, до ошибок. И старались минимум. Горбунов с передачи Столовина Евгения шайбу забросил вообще недолго. Еще был в пользу команды Транснефть. Ну, хотел я вот эту мысль свою обозначить, мол, команда Транснефть была в роли отыгрывающей стороны, ну и отыграли же ребята. Ну и у УФСИНа есть все шансы для того, чтобы отыграться. Только хотел об этом сказать и даже не успел. Они отыгрались быстрее, чем я эту самую мысль изложил. Вбрасывание в зоне. Или Рассказова справляются с натиском и с давлением. УФСИНовцы отбрасываются в центральную зону и по пути в своей, правда, этой шайбой завладевают. Ну, правда, там была ошибка. При выходе из обороны в атаку там хорошо блокировал Малиевский Александр, бросок нападающего команды Транснефть Урал. Вахватский. Хорош. Вахватский. И поддерживают его партнеры. Ах, бросок не удался. Малиевский. Шайбу фиктирует Брындин Евгений. Вбрасывание будет сейчас в зоне команды Транснефть Урал. Ну и пока это самое бросание готовится, команды по пути смен своей проводят. Столовин. У нас сейчас был набрасывание у УФСИНа и проиграл это вбрасывание. Именно с передачи Столовина Горбунов-то и забросил. Недолго на скамейке запасных Столовин находился. Ну, в смысле, вот это звено, да? Ну, два звена играют. И те, и другие. И так тасуют тренерский штаб и той, и другой команды звенья. Раз за разом в ту четверку, в эту, в ту пятерку, в эту, включая тех или иных. Нет таких полноценных трех пятерок. Еще бросок. А вот это было опасно, да, верхом наносил бросок Вячеслав Шлыков. Но не попал в створ. Вновь Шлыков его бросок блокирует и шайбу предела льда покидает. Вбрасывание. Счет ничейный. 2-2. Вбрасывание выиграли хоккеисты УФСИНа и вперед отправляют Эмилова Раиля, того самого Раиля, который счет в матче открыл, да? И тот ускорился. Но... Ну вот он, Емилов, кстати. Навязывал Шатунов Альберт. И продолжает навязывать борьбу Емилову. Помогают партнеры Емилову. И выйти из своей зоны не удается сейчас
хоккеистам команды Транснефть Урал, простите, и бросание будет в зоне. В их зоне. А тем временем удаление у нас негодует. Севшие на скамейку для оштрафованных в меньшинстве. Команда Транснефть Урал. Ну, вот пояснили нам, что за выброс шайбы Ильшат Галиуллин присел на скамейку для оштрафованных. Ну, больше сегодня удаляется Транснефть. А правда, лишь раз смогли этим воспользоваться. И вот сейчас был момент у команды УФСИН, да? Воспользоваться удалением, имею в виду. Галиуллин Ильшат выбросил шайбу, присел, а тут ошибка какая, и продолжают в меньшинстве они атаковать. Какой же ты, Вячеслав Шлыков, шустрый. А в меньшинстве Вячеслав Шлыков там на двоих пошел в борьбу, и эту борьбу выиграл. Ну, как минимум, выиграл секунды, время для своей команды, да еще и вбрасывание в зоне УФСИН. На это время нужны дополнительные секунды, повторюсь, для того, чтобы закрепиться в зоне. Не получается у команды УФСИН. И справляется пока Транснефть с этим меньшинством. 2 в 2 атака. Атакуют. И в полном составе уже Транснефть Урал могли сейчас забрасывать. Удаленный игрок сразу побежал в атаку. И могли на этом хоккеисты Транснефть подловить УФСИН. Но вбрасывание, оно переносится в зону Транснефть Урал. А играть 2 минуты. И еще в этом матче счет ничейный 2-2. Но мы много шайб-то и не ожидали, да? Мы после первой пропущенной Евгением Брындиным шайбы понимали, что игра будет раскрываться. И в равных составах забивает Транснефть. 2 минуты еще играть в третьем периоде. И вновь вперед выходит Транснефть. Вот такая разящая атака сходу. Да. Тяжелую для себя ситуацию попадает УФСИН. 2 минуты у них есть для того, чтобы отыграться. Ну, кто знает, в хоккее всякое бывает. И за 2 минуты, за минуту и 2 шайбы организовывать. Ну, сегодня такой матч у нас. Шлыков Вячеслав забрасывает. Вы помните, несколькими минутами ранее, когда они играли в меньшинстве, Шлыков обокрал там 2 защитников и в меньшинстве едва не забросил. Вот так вот такой вот наглостью, да, хороший для себя. Все же гол организовали они, и Вячеслав Шлыков
сам для себя трипл. Ну и для команды, естественно. Выбрасывание переносится в зону команды УФСИН. Выигрывает это выбрасывание. И бросок по воротам нанесли хоккеисты Транснефть. Но едва-едва в контратаку Столовин там не убежал, сдержали его защитники команды Транснефть. Прохоров за воротами прокатывается, его там вдвое встретили, на плечах висел один, на плечах висел второй, и там в меньшинстве болельщикам показалось, что было нарушение, и игра остановлена. Удаление. В меньшинстве остается УФСИН. Я так понимаю, до конца. Антон Аслаев удален. В меньшинстве остается УФСИН, и в тяжелейшую ситуацию сами себя хоккеисты загоняют. Тут были мысли о том, чтобы вратаря снимать, да, и Штымполевым идти вперед. Ну, а тут они в меньшинстве остаются. Переборщили. С желанием сравнять. Проброс. И это шанс, кстати, для команды УФСИН. Понятное дело, Илья Рассказов поехал на скамейку запасных. В пятером будут в 5 полевых сейчас будет играть команда УФСИН, но при этом ворота пустые у них. И по пустым воротам стреляет, и точно! Это Альберт Шатунов. И 4-2. И есть единоличный лидер в чемпионате Башкирской хоккейной лиги. Они по дополнительным показателям перед началом этого поединка были впереди при равенстве очков. Ну а сегодня, после очной встречи, будет лидировать в чемпионате команда Транснефть Урал, и тяжеловато будет команде УФСИН догнать эту команду. Ну а после матча у нас заварушки продолжаются. Ну, в турнирной таблице эта заварушка уже никакого отношения не имеет. Спасибо большое, друзья, за внимание. Для вас эту встречу прокомментировал я. Меня зовут Руслан Воронич. Встретимся на хоккее.
Let's go.